Иисус сам призвал смерть на землю. И это не ошибка перевода, а жесткая логика апокалипсиса. Когда Агнец Божий ломает первые 4 печати свитка, на землю выходят 4 всадника. Завоевание, война, голод и смерть. Эти имена знакомы даже тем, кто никогда не держал Библию в руках. Бледные кони и поднятые мечи кочуют из фильмов в комиксы, из рок-баллад в мемы. Но за массовой культурой стоит древний текст, в котором каждый образ продуман до мелочей. Откровение Иоанна Богослова– это книга видений, и одно из самых жутких начинается с 6 главы. Там описан свиток в правой руке Бога, запечатанный 7 печатями. Ни один человек на небе или на земле не смел прикоснуться к нему, но нашелся тот, кто оказался достоин. Агнец, то есть распятый и воскресший Иисус. И вот парадокс, который богословы разгадывают уже 2 тысячелетия. Тот самый Спаситель, который проповедовал любовь и прощение, поочередно срывает печати и выпускает на мир войну, голод и саму смерть. Почему он это делает? Потому что апокалипсис – это не каприз сатаны, а воля Всевышнего. Богословы склоняются к тому, что человечество навлекло эту кару своей гордыней, жестокостью и поклонением ложным ценностям. Возможно, это последний суд, который очистит землю, чтобы после всех бедствий оставшиеся в живых вошли в новый мир. Так всадники становятся не просто случайными призраками, а исполнителями высшего замысла. И этот замысел начинается с таинственного свитка в руке Бога. Свиток, который держит Бог, запечатан 7 печатями, и никто, ни ангелы, ни пророки, ни праведники, не смеет к нему прикоснуться. Только Агнец, Христос, принесенный в жертву за грехи человечества, оказывается достоин разорвать печати одну за другой. Каждый раз, когда ломается очередная печать, мир содрогается. Начинается землетрясение, меркнет солнце, и с неба падают звезды. Но самые страшные бедствия приносят первые 4. Когда срывается первая печать, на свет является всадник на белом коне. Когда вторая – на красном, третья – на черном, 4 на бледном, и имя тому всаднику – смерть. Они выходят не сами по себе, а по приказу Спасителя. И в этом главная трагедия. Тот, кто должен был принести мир, запускает цепь разрушений. Но за каждой из этих фигур стоит не просто библейский текст. За ними тянется шлейф толкований, которые менялись вместе с эпохами. Римляне видели в белом коне триумф империи, ранние христиане – победу Евангелия, а средневековые монахи – чуму. Так один и тот же образ превращался то в благую весть, то в предвестник гибели, то в политический манифест. Теперь остановимся на каждом из них по очереди. Начнем с первого. Того, кто выходит под белым знаменем, с луком и венцом. Того, кто должен победить, но непонятно, кого именно и какой ценой. Первый всадник – белый конь, завоевание. Когда Агнец снимает первую печать, Иоанн видит того, кто выезжает на белом коне. У него в руках лук, на голове венец, и он выходит, побеждая и чтобы победить. Вроде бы ничего страшного. Белый цвет – символ чистоты. Венец – знак царского достоинства. Лук – оружие воина, но не злодея. В ранней христианской традиции этого всадника вообще воспринимали как самого Христа или его слово, которое триумфально шествует по земле, покоряя сердца верой. Казалось бы, вот она, победа добра. Но все меняется, когда начинаешь вчитываться в детали. Почему же тогда этот всадник – часть апокалипсиса? Почему его появление – одно из бедствий, а не благословение? Иоанн не дает прямого ответа, но оставляет зацепки. В греческом тексте слово, которым описана его миссия – завоевание, а не проповедь или спасение. И его венец не терновый, а лавровый, как у римского императора, который возвращается с победой после кровавой кампании. Уже в XIX веке некоторые богословы увидели в белом всаднике не Христа, а антихриста, лжепророка, который притворяется светлым, чтобы обольстить народы. А когда по Европе прокатились эпидемии чумы, этого всадника начали называть мором. Белый цвет вдруг стал цветом трупной бледности, а лук – символом невидимой стрелы, которая поражает без предупреждения. Римляне же, читая те же строки, видели в белом коне триумф своей империи. Для них это был политический успех, процветание и расширение границ. Так один и тот же образ превращался то в благую весть, то в зловещее признаменование, то в имперский флаг. Но если приглядеться, в каждой трактовке есть общее. Белый всадник приходит не с миром. Он приходит с мечом веры или смерти. И за его появлением всегда стоит вопрос: ты готов принять его завоевание как спасение или как гибель? Вот в чем разгадка.
Первый всадник– это тот, кто приносит победу, но сам выбирает, чью сторону он принимает. Для одних он освободитель, для других– завоеватель. И здесь мы сталкиваемся с главным парадоксом апокалипсиса. Один и тот же жест может быть одновременно и милостью, и приговором. Белый конь скачет не просто по земле. Он скачет по твоей вере, по твоим надеждам и по твоему страху перед неизбежным концом. И ты никогда не знаешь, какой венец он держит для тебя – царский или погребальный. Второй всадник – красный конь, война. Первый всадник только скрылся за горизонтом, а Агнец уже ломает вторую печать. И на землю выходит тот, кого боятся даже цари – всадник на коне цвета пожара. В руке он держит не лук, как его предшественник, а огромный меч, поднятый острием вверх. В древнем мире такой жест означал одно – объявление войны. Не просто ссоры или пограничного конфликта, а полномасштабной бойни, в которой не будет победителей. В Откровении сказано прямо: «Ему дано отнять мир с земли, чтобы люди убивали друг друга». Никаких иносказаний. Это не война с иноземным захватчиком, не борьба за справедливость и не освободительный поход. Красный всадник несет братоубийственную резню, гражданскую войну, в которой сосед восстает на соседа, брат на брата, а народ раскалывается на части. И в этом его главное отличие от белого. Тот хотя бы иногда трактовался как благо, как победа веры или империи. Этот не дает надежды. Римляне, которые слышали Откровение впервые, сразу узнали в этом образе собственную судьбу. Они видели в красном коне признаменование заката империи и связывали его с императором Коммодом, тот самый правитель, чье имя стало синонимом жестокости и паранойи, при котором Рим погрузился в бесконечные заговоры, казни и мятежи. При Коммоде мир внутри государства рухнул. Сенаторы убивали императоров, императоры убивали сенаторов. Армия выбирала новых цезарей каждый год, и великая держава начала пожирать саму себя. Именно эту картину, золотой век, превратившийся в кровавую кашу, рисует второй всадник. Он не завоевывает новые территории, он уничтожает то, что уже построено. И вот вопрос, который мучает богословов уже 2000 лет. Почему Христос выпускает на мир такого вестника? Красный всадник не приносит очищения, не дает шанса на покаяние. Он просто сеет хаос и уходит, оставляя после себя пепел и воронье. Ответ может быть страшным. Возможно, человечество не нуждается в спасении, когда оно само выбрало путь самоуничтожения. И всадник на красном коне – всего лишь зеркало, которое Бог подносит к лицу цивилизации. Хотите воевать друг с другом? Получите войну без правил, без пощады, без конца. Но есть и другая трактовка. Красный конь – это предупреждение. Если ты видишь, как рушатся миры, у тебя есть шанс остановиться и не стать частью этой мясорубки. Завоевание, война, голод, смерть. Мы прошли первого всадника и подошли ко второму. Остаются еще двое – черный и бледный. И если война уже была в твоем городе или в твоей семье, ты знаешь, что идет следом. Голод всегда приходит за армиями. Третий всадник – черный конь, голод. Война забирает жизни, но оставляет тела. Голод забирает души, оставляя оболочки, которые еще дышат, но уже не живут. Когда Агнец срывает третью печать, перед Иоанном является всадник на коне цвета угля и пепла. В руках у него не лук и не меч, а весы. Странный атрибут для вестника гибели, правда? Весы – символ правосудия, торговли, меры. Но здесь они становятся орудием самого страшного приговора, который только можно вынести человеку. Ты будешь работать день, чтобы съесть хлеб на один день, и этого хватит только тебе. Твоя семья останется голодной. В Откровении звучит голос из престола. Кварта пшеницы за динарий, 3 кварта ячменя за динарий. Что это значит для человека первого века? Динарий – это плата за целый день тяжелого труда под палящим солнцем. Кварта пшеницы – это примерно литр зерна, из которого можно испечь хлеб как раз на одного человека на день. Ты работал от рассвета до заката, чтобы заработать 1 монету, и этой монеты хватало ровно на то, чтобы купить зерно для одной буханки. Ни на мясо, ни на масло, ни на овощи, только на хлеб, и то впритык. Если у тебя жена и дети, они не едят. Если ты болеешь, ты не работаешь, значит ты не ешь. Это не просто голод, это экономическая ловушка, в которой бедняк обречен умирать медленно, день за днем. А теперь самое циничное. Масло и вино в том же отрывке остаются недорогими.
Масло и вино – это продукты для богатых, для тех, кто может позволить себе стол не только из хлеба. Простой люд никогда не покупал их даже в урожайные годы. И вот черный всадник обнажает правду, которую человечество знает всегда. Голод никогда не бывает одинаковым для всех. Богатые продолжат пить вино и мазаться оливковым маслом, пока бедные будут считать зерна пшеницы, чтобы не умереть завтра. И это не просто библейская метафора. Это точная копия того, что происходило в Римской империи, когда налоги душили крестьян, а аристократия скупала урожай по дешевке и перепродавала вдесятеро. В третьем всаднике римляне узнали самих себя, свою жадность и свое падение. Но есть и буквальная трактовка. Саранча, засуха, неурожай. Черный конь символизирует бедствия, которые бьют по злакам, но не трогают виноградники и оливы. Поэтому богатые, у которых есть запасы вина и масла, не чувствуют удара. Они выживают, а бедняки умирают тысячами. И в этой беспощадной логике есть страшная ирония. Голод не убивает всех. Он убивает только тех, у кого нет выбора. Тех, кто уже с утра стоит на весах, решая, купить еду сегодня или подождать до завтра, когда завтра вообще не наступит. Черный всадник не приходит с мечом. Он приходит с безмолвным приговором, который подписывает сама система. Ты когда-нибудь считал, сколько дней ты сможешь прожить на одну зарплату, если исключить все, кроме хлеба и воды? Если да, ты знаешь, о чем этот всадник. Он не скалится, не размахивает оружием, он просто стоит с весами в руке и ждет, когда ты упадешь. И страшнее всего то, что он всегда оказывается прав. Третий всадник не издает звуков, только скрип весов, которые никогда не склоняются в пользу бедных. Четвертый всадник – бледный конь, смерть. 3 печати сломаны. 3 всадника уже пронеслись по земле. Белый принес завоевание и мор. Красный – братоубийственную войну. Черный – голод, который не щадит бедных. Но все это было лишь прелюдией. Когда Агнец ломает 4-ю печать, наступает черед того, чье имя не нуждается в представлении. Единственный из всех, кто назван прямо, без иносказаний – смерть. И является она на коне, цвет которого Иоанн описывает как бледный. В греческом оригинале стоит слово «хлорос». Оно означает зеленовато-желтый, цвет трупной бледности, цвет разлагающейся плоти, цвет земли, которая больше не родит. Художники веками спорили, каким именно оттенком изобразить этого коня, но все сходятся в одном – он не живой. Это призрак, вырвавшийся из преисподней. За смертью следует не ангел и не дух, а само царство мертвых, Аид. Не просто бог подземного мира, а вся обитель теней, которая разверзается, чтобы принять души павших. И здесь Откровение выносит окончательный приговор. Этому всаднику и его спутнику дана власть над 4-й частью земли. Четверть населения планеты погибнет от 4 орудий – меча войны, голода, мора и диких зверей. Обрати внимание, в этом одном стихе соединены все бедствия, которые несли предыдущие 3. Смерть не приходит с чем-то новым, она собирает урожай, посеянный завоеванием, войной и голодом. Поэтому многие богословы считают, что 4 стих говорит о действиях всех 4 всадников одновременно. Это финальный акт божественной трагедии, в котором 4 всадника сливаются в один разрушительный вихрь. Но почему смерть идет последней? Потому что она итог. Война ранит, голод истощает, мор косит, но окончательный приговор выносит именно она. И в этом есть своя логика. Человек может пережить войну, может выжить в голод, может оправиться от болезни, но от смерти не убежит никто. Ее власть абсолютна, и Откровение подчеркивает это. Смерть не торгуется, она не щадит богатых и бедных, праведников и грешников, императоров и рабов. Она просто приходит, и когда копыта бледного коня касаются земли, за спиной всадника смыкаются врата вечности. Римляне видели в этом образе неизбежный распад своей империи, которая истощила себя войнами, налоговым гнетом, эпидемиями и внутренним хаосом. Греки, читая Откровение, узнавали Танатоса, божество ненасильственной кончины, которое являлось к смертным с мечом или с мотыльком в руке. Но в Откровении Иоанна нет даже намека на поэтичность. Здесь смерть – это статистика. Четверть человечества. Миллионы имен, которые никто не запомнит. Лица, которые никто не увидит. Истории, которые оборвутся в один миг. И самое страшное, что за этим стоит не сатана и не случайность. За этим стоит воля Христа, который разорвал 4-ю печать и сказал: «Иди и смотри».
И смотрит он на то, как гибнет собственное творение. И в этом взгляде не гнев, а приговор, который человечество вынесло себе само. Ты боишься смерти? Тогда этот всадник самый страшный из всех. Но попробуй посмотреть на него иначе. Если смерть идет следом за войной и голодом, значит ее можно опередить. Перестать убивать, перестать жадничать, перестать закрывать глаза на чужие страдания. Всадники – это не пророчество, которое сбудется завтра. Это зеркало, в котором человечество видит себя сегодня. И если ты узнал себя хотя бы в одном из них, может быть, еще не поздно остановиться. Бледный конь терпелив, но он не бесконечен. Альтернативные трактовки. Великая скорбь и книга Захарии. Мы прошли всех 4 всадников. Белый с луком и венцом, красный с мечом, черный с весами, бледный, за которым идет само царство мертвых. Но было бы ошибкой думать, что их образы можно уложить в одну схему. За 2000 лет толкований эти фигуры обрастали смыслами, которые иногда полностью противоречат друг другу. И в этих противоречиях скрывается самое интересное. Одна из самых влиятельных интерпретаций связывает 4 всадников с пророчеством о великой скорби, череде божественных кар, предшествующих концу света. В этом ключе каждый всадник получает конкретное историческое лицо. Белый – это антихрист, который придет под видом светлого спасителя и обманет народы своей ложной святостью. Красный – это мировая война, которая охватит все царства, когда народ поднимется на народ. Черный – экономический коллапс, когда деньги обесценятся, а хлеб станет дороже золота. А бледный – это смерть четверти населения Земли, после которой лишь те, кто покается и останется верен, войдут в новый мир, очищенный страданиями. Такая трактовка популярна в евангелических кругах, особенно в Америке, и она породила целую индустрию эсхатологических бестселлеров, фильмов и даже видеоигр. Но есть и другая версия, почти забытая, хотя и записанная в той же Библии. В книге Захарии, которая была написана за 500 лет до Откровения, пророк видит 4 всадников, но они выглядят иначе, это не разрушители, а стражи. 4 духа, сходящие с небес на колесницах, запряженных конями разных мастей, рыжими, вороными, белыми и пегими. Их миссия диаметрально противоположна. Они патрулируют землю и охраняют мир. Они не сеют смерть, а следят за порядком, чтобы зло не переступало границ. В одной книге всадники-каратели, в другой – дозорные. В одном тексте они приносят гибель, в другом – защиту. И это удивительное расхождение показывает, как один и тот же символ может нести прямо противоположные смыслы, в зависимости от того, какой пророк и в каком веке его описывает. Так кем же они стали для нас сегодня? 4 всадника апокалипсиса давно покинули страницы древних манускриптов. Они живут в фильмах, в названиях рок-групп, в комиксах Marvel, в политических карикатурах. Каждый раз, когда мир сотрясает война, эпидемия или голод, журналисты и писатели вспоминают эту 4. В этом нет ничего удивительного. Всадники стали архетипами наших собственных страхов. Белый, красный, черный и бледный кони не просто несут смерть, они несут расплату за гордыню, жестокость, жадность и равнодушие. И что самое важное, их трактовки никогда не были однозначными. Для одних они божественное возмездие, для других просто метафора человеческих пороков. В одной книге они каратели, в другой – хранители мира. Это противоречие и делает их живыми. Мы сами решаем, кто выходит к нам из тьмы – палачи или стражи, предвестники конца или суровые учителя. Возможно, всадники уже среди нас. Мы просто не узнаем их без коней и мечей. Война не всегда приходит с красным знаменем. Иногда она начинается со спора за обеденным столом. Голод не всегда стучится в дверь с пустой миской. Иногда он приходит в виде кредита, который нечем отдавать. Смерть не всегда является с косой. Она тихо подкрадывается, когда мы закрываем глаза на чужую боль. И если ты увидел себя хотя бы в одном из этих образов, не торопись переключать видео. Возможно, всадники – это не пророчество о далеком конце света, а диагноз, который мир ставит себе прямо сейчас. А значит, у нас еще есть время, чтобы изменить его, не дожидаясь 5-й печати. Поэтому я хочу предложить тебе не просто запомнить эти образы, а заметить их в своей жизни. В следующем выпуске мы поговорим о том, как отличить настоящего белого всадника от самозванца, как не стать пешкой красного, как пережить черного и как обмануть бледного.
Подпишись, чтобы не пропустить. На канале это будет самая практичная история о самом страшном. И честно говоря, мне важно знать, какая из трактовок отозвалась тебе сильнее. Напиши в комментариях, кто для тебя эти 4 всадника. Судьи, палачи или просто отражение наших общих ошибок. Я всегда читаю и часто отвечаю. А мы на сегодня все. Пусть бледный конь обходит твой дом стороной, а белый никогда не оказывается лжецом. Увидимся в следующем видео.